Ну, теперь, девушки, оставление покоя Ганна Себастьяна Баха, продолжаем знакомиться с музыкой Кристофа Лебедева. Я напомню, что это был композитор, который преобразил лицо современной оперы. Он создал взамен опере «Серия», жанр, который переживал кризис, и, в общем-то, уже к концу XVIII века умер, создал яркую замену героическую оперу. И в большой мере по его пути, потом по развитию оперы в Италии, Франции, Австрии, по его пути пошел Челбини, Бетховен, Михаил Глинка, отчасти Жакино Россини, к примеру, Абер, Галеви, я говорю о знаменитых композиторах оперных первой половины XVIII века. Напоминаю, что он брал также сюжеты из греческих древних мифов, как Пустоль Данилов, но брал сюжеты, где герои, героини совершают подвиг не ради себя, не ради богатства, а ради спасения чести, здоровья или жизни близкого человека, иногда своего народа. Вот это было новым, необычным. То есть сюжеты, в которых человек показан как существо возвышенное, способное на высший нравственный поступок, пожертвовать собой ради блага Отечества или дорогого человека. Таковы оперы Орфея Эвридика, Альцеста, Ифигения Авлиди, Ифигения Тавриди, опера Армида и так далее. Сегодня, для того, чтобы познакомиться с тем новым, что он нес в жанре оперы, я вам представлю оперу Орфея Эвридика. Именно вы на программе должны звучать, вернее, именно эту оперу. Остальные оперы несколько сложнее для восприятия. Зенита Альцеста, Армида и Ифигения. Тем более, что миф об Орфее в большей или меньшей степени мы знаем, хотя бы нам знакомо это имя, мы представляем кто это. Итак, Орфей. Вообще-то пастух, свободное в основное время, а в свободное от работы время он наш с вами коллега, он музыкант. Он сочинял песни, сочинял стихи, музыку и прекрасно исполнял. Так прекрасно, что поражал не только людей, он поражал богов. Он мог петь так, что завораживал пением диких зверей неукротимых, львов, тигров, покорять их тем самым. С тех пор имя Орфей стало нарицательным. Это, по сути, воплощение не просто фигуры музыканта, а музыканта-легенды, который умеет создавать музыку, покоряющую мир. И в мифе об Орфее для людей, лежащих 1300-3,5 лет, сплотилось понятие вообще о музыкальном искусстве как о силе, которая может, если не все, то много изменить. Совершить чудо, уничтожить смерть, возродить любовь, покорить дикую природу, покорить любого человека и Бога. Играл он на лире, тогда еще фортепиано, как догадывались, не было, и лира сопровождал свои песни. За то, что он так удивительно пел, боги его очень любили и считали его почти своим, хотя он был смертным. Ему покровительствовала Афродита, Аполлон, Верховный Бог. Итак, вот, у него была жена Эвридика, красивая молодая женщина, он ее безумно любил, и она умерла. Умерла в результате нелепой случайности. Змея укусила. Есть в южных странах подлые змеи, которые кусают людей. Вот с ним то же самое случилось. Она умерла, он был убит совершенно. Он потерял вкус жизни. Она не была умерла. Так был потрясен. И так бедняга расстраивался, убивался, сокрушался, что больно было на него смотреть. Не только людям, но даже Богом сверху с Олимпа. Кстати, девочки, кто не знает, Олимп — это вообще гора, довольно высокая. Она и сейчас находится там, где находилась во времена греческих богов. Так что поезжайте в Грецию, и вас повезут в экскурсию на гору Олимп. Это не вымысел. Так вот, и настолько, повторяю, было жалко смотреть, что боги сжались и сделали потрясающее исключение. Они позволили ему, смертному, пойти в царство мертвых, куда никогда ни один смертный не мог зайти, и забрать назад свое вредение. Но, девушки, между разрешением и возможностью бывает нам большое расстояние. Вот представьте,
Директор цирка, он говорит, так, ты можешь пойти и забрать, увезти из этой клетки вон того льва. Я разрешаю. Даже не платить за него. Вам дали право. А теперь подумайте о том, какая у вас есть возможность вернуться домой после этого похода. Вот то же самое было с Орфеем. Дело в том, что у древних греков представление о царстве мертвых совсем не такое, как у нас рай или ад. Она находится под землей, там всплывают огнями, мерцают. А вход в него — это огромная пещера, которая просто страшно выглядит, ты знаешь, как он страшно выглядит. Но это еще не все. Ну подумай, страшно. Зажмурился и пошел. Так вот, вход в пещеру охраняет разъяренная фурия. Фурия — еще одно порождение воображения древних греков. Фурии изображали в облике женщин, но женщин ужасного, отталкивающего вида и еще более ужасного характера. Свирепые, жестокие, беспощадные, безжалостные, готовые растерзать живым на кусочки любого, кто там появится. Так вот, и туда будет решили ему идти домой, иди, Орфей. Если сможешь, забери ее. И Орфей пошел. Чтобы лучше поняли, он так обезумно любил, что пошел практически на верную смерть, потому что никто не возвращался. Многие пытались смельчаки преодолеть. И там разделяли куски фурии, оставили куски. А церковь раскидал, церковь разговаривал с собой. Он пошел на смерть, чтобы спасти ее, что без нее жизнь была бессмысленна. Итак, все хорошо. Кстати, девочки, у некоторых греческих героев есть не один, а 2, 3, 4 истории мифа. Поэтому и мифов об Орфее много. Так вот, первый миф, самый известный, кончается тем, что он пошел туда, а что было дальше? И так и приходит. Вот не поставили условия. Значит так, ты можешь забрать, но это царство мертвых, живые не должны их видеть, как что там. Это запретное царство. Поэтому мы на тебя наденем повязку, не смотри на меня. Тебя подведут небо, дадут руки и иди к свету. Все. Итак, он зашел туда. Он преодолел сопротивление фурии, он их уговорил. В общем, только мытьем и катанием, как говорится, он добился этого. Он смертельно препятствие говорит. Подвели его к Эвридике, дали ее руку. А дальше начинается его печальная бытовая история. Итак, он на нее не смотрит, Что делает Эвридика? Ах, ты меня разлюбил, у тебя есть другая, я тебе больше не нужна. Стандартный дамский набор. Вот. И так долго он изводил упреками, ему было обидно, и тоже на все пошло в голову, что он сорвал пляску после нее. И в этот момент он нарушил свой Бог, и он потерял навсегда, окончательно. Так что, девочки, лишний раз не упрекайте ваш возлюбленный, иначе дело будет печально. И там вы останетесь. Потом появились другие мифы. Древние греки тоже, как американцы, 30-х годов любили счастливые концы. И в новом варианте мифа было так. Боги еще раз последний изжались над бедным Орфеем и позвали еще раз пойти и забрать его. Вот во второй раз не хватило уже ума этого не делать, не упрекать его, он увидел болезнь, и все друзья Орфея и подруги Эвридики радовались. И тому, что все случилось хорошо, она вернулась к ним, они оба счастливы, друг друга. Поэтому, но Глюк знал вкусы парижской публики 200-летней давности примерно, поэтому он взял вторую версию со счастливым концом. Вообще-то оригинально все кончается весьма печально. Он навсегда теряет. Остается безутешным, несчастным, страдающим. Вот так. Миф об Орфее привлекал внимание очень многих поэтов, драматургов, композиторов. На эту тему многие сочиняли. И музыканты писали интересные. Вот в России на этот миф, например, написал свою оперу композитор Фанвин. Не оперу, а мелодраму. Еще вы помните, до этого Монтеверди написал про Орфея мюзикл. Пение, Качини и до сих пор пишет. Вот каких-то, почти уже 40 лет будет, 39 лет, наш соотечественник Журбин написал рок-оперу на эту же тему. Вообще много их. Были произведения не только музыкальные, но и драматические. Американский драматург Тенниси Уильямс написал драму «Орфей спускается в ад». Мощная пьеса, посмотрите, в случае себе показывать. Я думаю, что эта фигура еще будет вечно волновать вообще людей, искусство людей. Яркая фигура. И даже есть такая популярная была песня лет 40 назад, про Эвридику называлась. Эвридика. Вернее так, танцующие Эвридики. Итак, напоминаю, что это первая новаторская, реформаторская девочка. Сейчас вы можете русить, как привыкли, аудиотест закончился. Так вот, первая реформаторская опера Глюка. Здесь он пробует новые приемы, новые средства. Но, девочки, как вы знаете, очень часто, когда мы впервые что-то пробуем, у нас не все получается так, как мы хотели.
Мы постепенно находим нужное место, способ использования. Так было и здесь. О том новом, что здесь, я скажу подробно, но скажу о том, что еще не сразу в этой опере Крестов Дерибаги не сменил. Понимаете, он был смелым человеком в искусстве, но он не мог научить вкусы публики. А даже в Париже они все-таки были хоть прогрессивные, но отчасти консервативные. Так вот, почему сказать в Париж? Дело в чем. После того, как постановка была сделана в Вене и принята сдержанно, а кое-где и кисло публикой, он поехал во Францию, в Париж, об этом говорил, и сделал новую версию. Новую, потому что, во-первых, по-французски. Французы хотели слышать французскую речь. Во-вторых, он изменил кое-где мелодию, потому что французам было очень важно не только красота, но и выразительность, произношение речи, звучание речи и музыки, просодия. Да. Французы придали большое значение осмысленности поступков, слов, событий, их связи. У них был великий театр, Рассин, Кармель, Мольер, в отличие от итальянцев. Третье. Французов хлебом не корми, дай болеть. Что балет, балет, извините за тавтологию, что балет в опере. Поэтому для них опера без балета это не опера, это так. Знаете, все, что песни без баяна, или как некоторые шутят, пиво без водки тратят денег. Для французов то же самое. Опера без балета трата денег. Поэтому Глюк понимал, он не хотел вводить балет, но он понимал, что иначе французы не примут эту оперу. Он туда вел кучу балетных сцен, которых в оригинале не было. Дальше. Есть у него балет и в серединке, в первом действии, вы его услышите, в начале второго, простите. Верно, но тот балет был изначально монтирован в оперу, он существовал в венской редакции. Дело вот в чем, девушки, еще важно маленькое уточнение. Тогда в операх было очень много музыки и сцен, которые не имели никакого отношения к опере, к событиям, к поступкам сюжета. Спрашивается, зачем же по делу? А для удовольствия публики. Публике нравились такие сцены, где, знаете, разные красивые танцы, красивая музыка, какие-то шествия. Так вот, на развитие действия не влияли. Их поэтому назвали по-французски дивертисмент, то есть удовольствие, развлечение. Это как, начинаем сравнить. Даже будет, может быть так, вот сидите, вы слушаете мой рассказ, а тут кто-то входит, в руках подносит, на подносике конфетки, он вас обходит, включает конфетки, ходит, кланяется. Приятно, пустяк, Глюку ему с ними какой-то шик, но приятно. Вот такие дивертисменты были в операх. И вот Глюку пришлось пойти на эту жертву, и в конце оперы, по сути, стоят дивертисменты, которые на развитие действия не влияли никак. И это было противным убеждением, но пришлось пойти на эту жертву. Во-первых, первая жертва, счастливый конец, хэппи-энд, спасает от критику. Второе, вот эти пресловутые танцы и дивертисменты. Но зато в остальном Глюк был себе верен и все сделал так, как хотел. Итак, напоминаю, с этого произведения, с оперы Орфея Эвридика 1762 года, Глюк заменяет номера, из которых выстраивались оперы, многочисленные, десятки номеров, на сцены. Теперь единицей, из которой складывается опера, является некрасивой. Девушки, для сравнения, вот дом, в котором мы живем, который построил Менеджер, он сложен из кирпичей. Дома, которые стоят там дальше, сложены из огромных бетонных панелей. Вот такая же разница. Опера до Глюка сложена из кирпичей, из номеров арии, речитатив, ария, речитатив. И Глюк — это большая сцена, где есть куски и речитативные, и ариозные, и оркестровые, и хоровые. И не только они куски разные по характеру и по исполнительным средствам, они все разумны, они завершенные. Одно непосредственно главное переходит в другое. Нет четких границ. Как и в жизни нет границ наших поступков, действий, в нашем общении с другими людьми. То есть это позволит Глюку не прерывать действия, добиться непрерывности, что было очень важно. И это позволит Глюку устранить границу, разницу между речитативом и арией, как было раньше. Поэтому, кроме собственно речитатив, а есть такие у него есть маленькие речитативные куски, но его речитатив всегда распевный, мелодизированный раз, и второе, его речитатив сопровождается игрой не клавесина, а оркестра. Оркестр, который своей музыкой передает чувства героя. Так вот, я сейчас принес для вас клавиры, я вам раздам, чтобы вы могли увидеть любопытную вещь, чем еще эта опера необычна. Так.
держите, я полагаю, на всех хватит. Передайте вашим коллегам туда, назад. Я сейчас открою и покажу первую вещь. Итак, смотрите. Вот действие первое. Это страница возможности медведя. Одной вещи. Здесь нет увертюры. Здесь нет увертюры. То есть сразу начинается сцена этой оперы. Второе. Запомните, девушки, имя поэта-драматурга, автор этой драмы. Почему? Причина первая. Потому что в ту эпоху именно поэт-драматург был создателем оперы. Запомните. На афише писалось «Драма Раньеро Кальцабиджи с музыкой господина Глюка». На афише не было написано «Опера господина Глюка». Нет, с музыкой. Так было здесь 18. Это было первая половина века 19. Второе. Действительно создал яркую драму. Это тот самый поэт-драматург, который оказался как и Глюк новатором, и который полностью преобразил облик, так мне придется взять сюда, чтобы вам дать материал, преобразил облик современной оперной драмы. В этом смысле Глюку повезло, он нашел единомышленника. Вот граф Дурацио, интендант, то есть руководитель всех оперных театров Вены, вот этот Раньеро Кальцабиджи и Глюк создали триумвират, который позволил появиться на оперской опере. Разумеется, как вы понимаете, по звучанию он этнический итальянец. Итальянцы были не только в музыке, но и в такой поэзии. Итак, начало оперы сцены повторения номера. Как было раньше? А раньше было так. Открывайте занавес, прозвучала увертюра, выходит герой или героиня и поет сразу же арию. Она так называлась выходная ария. Ария, с которой герой выходит в публику. Ария, речитатив, ария, речитатив, ария, речитатив. И крайне редко в опере серии были ансамбли, дуэты, трио, квартеты. Вот. И еще более редко были хоры. Можете представить, опера где сплошные арии, речитативы и почти ничего другого. Так вот, Глюк как раз с этим тоже покончил. В его операх, и в этом сказалось влияние Георга Генделя, яркие хоровые кусочки, разделы и яркий ансамбль. В опере Орфея и Эвридика ансамбль еще немного рядом с тем, как будет потом, но уже они здесь есть. Почему так важен ансамбль? Все просто. Любая может себя спросить и ответить твердо. Мы наиболее ярко раскрываемся не когда остаемся наедине с собой, а когда мы общаемся с людьми. Неважно, ругаемся мы и восхищаемся друг другом, доказываем что-то свое, именно в общении раскрывается наш характер, наша природа, наше качество, положительное и отрицательное. Так вот, Глюк это ярко и показал, поэтому у него ярко будет ансамбль сцены во втором действии, когда он придет к Эвридике. Вот она его будет упрекать ни за что, ни про что. Там очень яркая музыка. Итак, первая сцена, что это? Это похороны Эвридики. Представьте себе, древнее греческое кладбище, стоят эти самые плиты, видите, земляные могилы, как у нас, плиты. Здесь Орфей, здесь друзья, его и ее, а любили Эвридику все друзья Орфея, кто-то полюбит Эвридики, это понятно. Так вот, все ее плакают, всем их жалко, всем жалко Орфея. Они ходят по обычаю древних греков, совершают обряд. Я напомню, когда в священный обряд выходили особо священные пляски, кроме прочего, они возлагают цветы на могилу, они поют погребальные песни, они будут обрядовые танцы, хороводы. Вот это все составляет содержание первой сцены. И вот здесь-то Глюк вводит новое. Здесь чередуются хоровые кусочки, сольные кусочки. Так, сольные и ариозные, и речитативные. И даже музыка инструментальная. Девушки, ввожу еще новое понятие. Слово мелодрама. Это слово имеет несколько значений. Но я сейчас скажу конкретно о том, который здесь использует Аристотель и Бальдини. Во французской опере, а это версия для французов, парижская версия, словом мелодрама называют кусок музыки, где действие происходит, но герои не поют, они молчат. То есть их поведение, их действия, жесты, движения, их состояние отражает, отыгрывает инструментальная оркестровая музыка. Поэтому, когда вы будете спустя 1,5 годика открывать клавир оперы Жоржа Бизе «Кармен», там будет тоже мелодрама, где герои молчат, а действие происходит и музыка оркестровая, инструментальная. Вот это много. С чего начинает Глюк? Не только со сцены, уже необычно. А с чего начинается сцена? А сцена начинается с хорового раздела.
Вот они ходят печальные, скорбные, заплаканные и оплакивают ее. И чтобы показать чувства всех, Глюк здесь-то и вводит хор. Это было необычно, как мы это начинаем. Музыка красивая, печальная, благородная, возвышенная. Поэтому очень медленное, тяжелое движение. Минорный лад. Короткие вокальные фразы, каждая из которых завершается интонацией нисходящего дышания. То есть интонацией печали, грусти и скорби. Итак, вот этот кусочек. Скорбный характер, возвышенный, строгий, всей сцены. Это еще не все. Следующая новость. Раньше герой мог появиться перед публикой лишь открыв рот и запев арию. Или вначале читать. То есть целиком закончен номер. Глюк делает вот что. Орфей запевает, но не арию, не речитатив. Но представьте, в каком состоянии. У него говорит только одна, она. Все, что кто-то лишь повторяет ее имя. Все. Поэтому его партия — это короткие вокальные фразы с ее именем Эвредика, 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 которые перебивают своим звучанием скорбные песни его друзей и ее друзей. Повторяю, не арии, в короткие. То есть он совмещает выражение чувств всеми и выражение чувств его. Вот это местечко получается. Хор замолкает. Как Глюк привлекает внимание к его выражению. У них, у хора, у друзей Орфея, мелодия плавная, скачков нет. Он вступает, и скачок на октаву вниз, самый широкий. Потом долгий зуб Эвредика, половинная с точкой. Этим мы гадаем. А если говорить тем, что в этом месте модулирует из до минора, тональность солидная. И сразу наше внимание приходит к этому месту. Итак, оплакивают, замолчали все. И в таких случаях, вернее, так Владимир Николаевич сказал, они замолчали, и он им благодарит за то, что они пришли, помогли ему разделить скорбь, не оставили одного наедине с своими чувствами, как бы любой человек в этом случае друзей. Вот здесь появляется первый речитативный кусок. Напев ваш полный слез, мне сердце рыдает, не на сердце рыдает. У праха моей Эвредики свершите священный обряд, положив на могилу цветы. Это и благодарность, и просьба, друзья. Вот видите, это всего лишь каких-то сколько? 6-7 такой. Да, это кусок речитативный, но это не речитатив, как законченный музыкальный номер как жанр. Это маленькая вставка. Между хоровым пением и следующим, затем отрывком. А затем девушки сидят отрывок тоже на возраст. Это мелодрама, я говорил об этом назад. То есть здесь и происходит, нам не становится, но никто не поверит. Они возлагают венки. Цветы. Возложили венки и опять оплакивает ее. И опять повторяется эта музыка, которая начиналась с сцены. Так. Опять кусочек речитатива Орфея, где он просит всех уйти, теперь оставить одного, что могу насладиться своим горем сам. Они уходят. Вот лишь после того, как они ушли, начинается новая сцена. Это сцена Орфея. Сейчас, девочки, мы к этому придем, а теперь давайте послушаем. Итак, первая сцена, являющаяся уже новаторской, неслыханной мировой оперой. Раз, два. Так, чтобы вы поняли, вот это подарок, в кавычках, потомков. Поскольку у Глюка нет здесь увертюры, а как-то не принято начинать оперный спектакль с увертюры.
то постановщики спектаклей, не мудрость и лукаво, взяли первую попавшуюся музыку и прилепили к этой опере. Я думаю, любому из вас ясно, что вот эта музыка по характеру совершенно не соответствует тому, что потом в самом действии. Это возвышенные скорби, пещеры страдания. Но это, кстати, в порядке той эпохи. Тогда у многих так было. Девушки, скажу вам больше. Тогда очень часто было так. Композитор написал оперу, а овертюр даже не стал писать. Ну, представьте себе, шили себе новое платье, и деньги кончились. На шляпку не хватило. Вы взяли шкаф, и что-то из того, что вы подбираете, кто подходит к этому платью, ну, более-менее, одели. Вот так поступили композиторы. Рыли в своем багаже, находили, так, ну вот это овертюра из старых, наверное, вот этого старый подойдет. Ничего, более-менее. Так поступали очень многие музыканты. Брали старые овертюры, иногда даже не переделывая, и пристегивали к новому. Так и Россия поступала, кто только не делал. Но это сделали господин Глюк, это сделали его наследник. Поэтому мы пропускаем это дурацкое вступление и переходим уже собственно к опере. Тогда, в ту эпоху, высокие партии, вернее, публика обожала очень высокие голоса. Чем выше, тем лучше. С ума сходили по тенорам. Мы с ума по тенорам сходили в 19 веке, на 18 веке по особо мужским голосам. Голосам теноров кастратов, которые пели очень высоко. У них были удивительные голоса, они не похожи ни на мужские, ни на женские. Вот потому их любили. Почему? Девушки, скажите, ангелы мужчины или женщины? Мужчины. Ангелы не имеют пола, они не мужчины, не женщины, они бесполые люди. Правильно, так вот. А сейчас изображение всех. То есть уже ближайшие так лет 500 ангелов исторически существуют бесполыми. Так вот, у этих самых теноров, кастратов, у них был особый голос. Он не мужской, не женский, как у ангела. То есть их пение воспринималось как пение ангелов. Поэтому их обожали. И в Вене, где была сильная итальянская традиция, вот такую партию пел Орфей. Франция, когда уже просвещенной энциклопедистами, это казалось дикостью барства, беспредельным казалось. Поэтому
от Глюка потребовали заменить. И он написал партию для тенора. То есть в парижской, французской версии оперы, партия Орфея будет именно тенор. Нормально. Вот. Но в 20 веке многое возродили, и возродили его, что высокие голоса. Есть такие редкие голоса, их человек, не человек 10, контртенор. Необычайные голоса, есть англичане, был такой курдийский певец, Ариф Курмангалиев умер несколько лет назад. Удивительные голоса. Вот здесь поет контртенор современный. Но это, повторяю, не женский голос, чтобы не удивлялись. Итак, вот начальный кусок этой сцены. Они уходят по просьбе Орфея, он остается один. И вот здесь новая у Глюка. Теперь сцена, но сцена не массовая, где много людей, Орфей сотоварищи, сцена сольная, это тоже запомните, сцены бывают массовые, это придумал Глюк, и сцены бывают сольные, и бывают, конечно, ансамблевые. Была массовая сцена, но я слушал, сейчас сольная, он один. В чем отличие сцены девушки Арии? Запомните. Ария — это жанр, в котором герой выражает чувства. И только, и больше ничего. В котором мелодия арии, ариозная. Так. Сцена включает в себя, может включать кусочки ариозные или читательные, с точки зрения мелодии. Но главное даже не это, девушки. В сцене герой может и выражать чувства, страдать, радоваться, возмущаться, негодовать, размышлять и рассказывать, говорить, делиться. В этом отличие от арии. Вот это новое, опять же, что придумал Глюк, что есть в этих сценах. Итак, сцена Орфея. И еще, сейчас я вам покажу эту сцену, в новом начале еще одно важное примечание. Может быть, вам доводилось видеть репродукции картин художников-классицистов XVIII века. Если вам доводилось их видеть, вы могли заметить, что герои там выглядят не так, как были мы. Вот представьте себе, вы потеряли на улице, к примеру, мобильный телефон. Или в кабинете забыли свои золотые часы. Не можете вы в ярости, отчаянии. Вы проклинаете все, вы ругаетесь, вы чертыхаетесь. Вот герой классицизма так никогда не мог свои чувства выразить. Ему не положено. Сдержанно, благородно, возвышенно, достойно. Герой классицизма не мог терять лицо ни при каких обстоятельствах. Пусть даже будет мучительно больно. Вот приведу пример. Может быть, вы видели фотографию этой скульптуры. Есть скульптура сыновья Лаокоона, Фидиан, создана 1004 лет назад. Она хранится в Лувре. Итак, его обхватил огромный змей, морское чудище, чтобы его уничтожить. Так вот, ну представьте, вас душит питон какой-нибудь, дикая боль, вздыхаетесь, кости трещат. Что было бы на лице моем или вашем? Понятно. Но это классицистский герой, поэтому лицо, да, оно печальное, грустное, но оно не искажено гримасой боли, оно не отталкивающее, не противное. Когда еще жутко больно, он не тут как выглядит, потому что просто больно. И лицо может быть отталкивающее. Только не говорит, оно благородно воздушно. И так везде. Я скажу вот какой мысли. Вы здесь слушаете выражение чувств, ведь он же страдает, его боль, кто любимой женщины, самого другого человека. Как бы своим человек выражал чувства? Вопил бы, кричал, может, головой в стенку рубился. Но не герой классицизма. Достойно, благородно, сдержанно. Для классицизма характерна сдержанность выражения чувства любого. Это не эпоха барокко. Это не барочная музыка, это не Бах, не Гендель, не Скарлатти, то есть не Вивальди, не Марчелло. Это классицизм. Поэтому уравновешенно, спокойно, сдержанно. Там, где вы вопили бы от боли, здесь печаль и грусть, не больше. Вы говорите, сделайте поправку на то, что в другие эпохи в разных стилях чувство выражается совершенно по-разному. Мы-то имеем современный мир. Так, ну а теперь это знаменитая сцена Орфея, сольная сцена, тоже на ваховской и моровой музыке. Теперь, когда он сказал, нам будет понятно, почему так. Это классицизм. Поэтому мажорный лад уже много говорит. И музыка, в которой лишь легкая грусть поначалу, больше ничего. Никакой скорби даже не ощущается. Она потом появится, но не начало. Герой не может терять свое лицо.
А со второго раздела первого куска переход в одноименный минор, на слова «когда же гаснет день, и вновь слышится ночи тень, зов безнадежный, его зов». Так вот, здесь возникает хроматическое движение в нижних голосах. Минорная гармония, острое сдержание. Вот здесь его скоро очевидно. Еще, девочки, я помню, действие происходит в Древней Греции. Я в Греции не был, возможно, и вы тоже, но страна гор, уверяю вас. Сплошные горы вокруг, много долин между ними. К чему это? А представьте, в горах вы там кричите, поете. И что сразу в ответ будет, девушки? Все правильно. Так вот, вообще в ту эпоху обожали эффекты композитора. Все эпохи барокко, хлебом не корми, дай ставить. А здесь-то сам Бог дал. Какие же горы без эха. Поэтому вот он рыдает, плачет, и город отвечает эхом. И изображает композитор просто фраза, спетая им, повторяется пианиссимо у оркестра, например, флейты. И так он спел, например, сейчас, минуточку, вот последнюю фразу. Зов безнадежный. И тут тоже оркестр. Это первый раздел его сцены. А вот второй. Так вот, в этом втором разделе особенно ярко видны новшества Блика. Девушки, самая большая, представьте, страница, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 страниц. Это огромная сцена. И в этой сцене регулируется выражением чувств и размышлений, что теперь делать дальше. Раз. В этой сцене чередуется мелодика ариозная, как здесь, и мелодика речитативная. Но все эти куски соединены с окружающим, они не закончены. Одно плавно, непосредственно другое. Во-первых, повторю, речитатив у него отлично идет, он распевный, мелодизированный, он приближается к арии, это было тоже нужно. И здесь еще вместе с оркестром. И музыка оркестра тоже выражает это чувство. Итак, второй раздел сцены Орфея. Вот здесь-то появляется больше печали. Используют элементы звукоизобразительности, как гендер-литературе, помните? Где и когда? Он поет, что значит, твой супруг безуспешно заклинает природу и умоляет небо, и умоляет ветер. Вот как только он произнес слово ветер, партия оркестра, этот самый порывы ветра, дуновение отыгрывается. Как очень просто вот он. Или вот 3, 4 раздел, это речитативный. Эвредика. Еще более сложная музыка. Как? Возникает напряженная интонация уменьшенной септимы. Уменьшенные септаккорды. Напряженная неустойчивая гармония. А после слов на угрюмых стволах и на юных побегах вырезала слова рукой моей и, естественно, имя вырезал. Вот, передавая волнение его сердца, Глюк делает вот, что он вставляет аккорды, сопровождение в виде трио-аккордов. Девушки, этому приему уже лет так 300, до сих пор действует. Встав, сопровождение тримолирующие аккорды струны струнных, и все, вы сами чем трепетать. Это и поп-музыка используют. Особенно вместе аккорд. Это сделал. Итак, вот это знаменитая сцена Орфея. Теперь слушаем. Первая сольная сцена, где меняется, важно показано, меняется состояние героя, и эта музыка отражена, где он и выражает чувства, и размышляет. Итак,
Они с первого раза сделали сцену, второй раз сделали. Сейчас почувствуйте, это не было. Габаев увлекается в начальной стороне. Так. А дальше появляется, как говорили старину, Бог из машины. Бог из машины — буквальный перевод латинского выражения, которое используется в тогдашнем театре, драматическом, оперном, балетном. Бог из машины сегодня появляется в кинокартинах, в том числе боевиках и фэнтези. Это представьте, когда герой уже висит на краю пропасти, он висит 15 минут, пальцы вот сейчас размутся, и все, конец. Нам уже жалко, мы напрягаемся с ним. И тут вдруг, откуда ни возьмись, с небес появляется вертолет с его другом, который когда давно исчез, про него все забыли мы уже. Спускается, потом руку, все, спасет. Вот это Бог из машины. Тогда не был вертолет, поэтому рисовался в виде какого-нибудь полубога, буквально в смысле слова, какой-нибудь там, ангел еще не было древних греков. Какого-нибудь Меркурия, посланца небес, который выручает рокового героя. Так и здесь. И так появляется Эрос. Напоминаю, Эрос — это бог любви у древних греков. Так. Но он обычно, вы все его видели на картинках, только в древнеримской версии, там он называется по-другому. Он такой, видите, юный из себя, с розовыми щечками, у него лук за спиной. Греки называли, то есть римляне называли Купидоном, а греки называли словом Эрос. В общем, появляется приятная новость. Так и так, Орфей, тебе лишь милость от богов, можешь пойти забраться. Персонаж условный весьма, поэтому и музыка у него, да, такая, знаете, среднеиздельная в духе подобных арий той эпохи. Светлой, радостной арии Бога. Там нет ничего своеобразного, к сожалению. Это дань вкуса. Итак, Орфею дано разрешение. Все можно идти и забираться. Он отправляется в путь. Туда, где начинается вход в Олимп. Второе действие его. Второе действие происходит в царстве мертвых теней. Все второе действие. В начале на поверхности первая картина, а вторая картина внизу, под поверхностью, под землей. Итак, запомните, второе действие делится на две картины. Первая на земле, вторая под землей. Второе действие, его первая картина, вдруг начинает вступление, в отличие от... Так вот, вступление тоже на поверхности. В чем суть вообще? Во-первых, эта музыка показывает жуткий пейзаж. Ну, представьте, лунный пейзаж. Мрачный, безжизненный, пугающий, голо, жутко. Там не хочется быстрее уйти оттуда. Ну, это как после взрыва в Чернобыле. Примерно такой же пейзаж. И второе. Эта же музыка, вступление является одновременно не только изобразительной девочкой, но и выразительной. Она показывает те чувства, что владеет Орфеем. А у любого из нас, когда мы на таком месте, возникают такие чувства. Кстати, подобный прием потом использует Глинка в опере Руслана Людмила. Когда герой Руслана оказывается на поле битвы, где сплошные трупы, людей, лошадей, ломки оружия, место смерти, место страдания, жутко смотрится. Так, и так он появился. Вступление прозвучало. Что придать? Да, вот еще что, девушки, там вот такие подробности. Это ведь не просто равнина какая-то безжизненная, мрачная. Здесь ход в пещеру, а пещера-то идет царство мертвых, поэтому да, все это будет пугающе. Там и было. Поэтому откуда языки пламени появляются из-под земли, вспыхивают, какие-то тени мелькают жуткие. В общем, представьте, кусок из
картины фэнтези, или с какого-нибудь триллера, один к одному. Вот все эти страсти, ужасы у него вступления есть. Поэтому резкие, жесткие аккорды, диссонансы, синкопы, тремоло, сфорзанно. То есть весь набор тех приемов, которые тогда пугали людей. Нет, допустим, уже. Вот. Итак, дикая местность у врат ада. Перевод неправильный, девочки. У греков не было ада. Ад – это христианское изобретение. Не было аид, царство мира. И вот тут вылетает толпа фурии. Кстати, слово вошло в литературные языки практически всех народов Европы, и его понимают же без перевода. Толпа разъяренных женщин. Ну, вернее, это не женщины, сами понимаете, нехорошие существа, но в облике женщины. Поэтому это слово имеет еще до сих пор и нарицательный смысл в северном языке. Выскочила как фурия, в ярости. Так вот, они здесь 24 часа в сутки делают. И вот показана их музыка, жесткая, грубая, воинственная, резкая, потому что их значение запугать любого, кто даже подумает только приблизиться сюда. Вот это ему мы показываем. И вот здесь тоже, в этой картине, в первой картине второго действия, Глюк употребляет сцену. Огромная сцена, но сцена еще более смелую, чем предыдущая сцена Орфея с друзьями и Орфея один. Почему? Вы помните, в первой сцене взаимодействие было таким. Вот друзья, значит, погрузили, фильм. Ну ладно, все, теперь типа опять погрузили, но теперь идите, оставьте одного. Здесь постоянное напряженное общение Орфея с фуриями и фурии с Орфеем. Эта сцена, он говорит, ансамблевая, только ансамбль здесь необычный. С одной стороны он Орфей, один, а с другой стороны они, их много, десятки фурий. У этих фурий есть помощник, зовут его Цербер. Уже тоже лет 1003 лет это имя стало нарицательным. Да, это собака, пес, говорю по-славянски. Огромный размером, может, два таких стола. Можете представить, какой у него лай. Огромный, тяжелый, пугающий любого, сводящий с ума. Собака Баскервилля отдыхает, как говорится. Так вот, поэтому они знают, что у них еще одна линия защиты. И они призывают его на помощь. На него ссылаются, что запугать любого. Это будет точно приказ запугать любого, упоминание церкви. Вот эта знаменитая сцена Орфея с фуриями, фурии с Орфеем построена так. Он приходит, вы помните, что его задача? Проникнуть, чтобы не стало. Любой ценой, что он делает. Он просит, он умоляет, он чуть ли в ногах не катается, он готов на все. Хоть унижаться перед ним, лишь бы пропустили. Но самое главное, не забудьте, он божественный певец, он божественный музыкант. Он может спеть так, что даже их разжалобить, утихомирить, не только диких зверей, чему будет познаться. Поэтому композиция сцены может быть изображена следующим способом. Чем дальше от начала, тем более Орфей напористый, настойчивый, требовательный. Вот его поведение. Чем больше им поет, уговаривает, упрашивает, моляет, тем менее беспощадный, непреклонный, жесткий фурии. И их поведение. И это происходит параллельно, одновременно. Вот в этом тоже изобретение Глюка. Не только в том, что показано взаимодействие героев, вот один Орфей, вот фурия, а в том, что он показан меняющимся. Одни меняются под воздействием другого, меняются во взаимодействии, в общении. И так будет потом строить многие свои сцены, ансамбли и другие показатели. Например, это сделал Глюк. И показано не только в сцене, что вот пропустили конец беднягу, а в музыке показано. Так, девушки, больше не успеем.